Давай кофейку возьмем, будем болтать, идти и кофе выпить. А я ем галушки 3 раза в день. Так, вам нельзя доверять. Чего я сомневаюсь, когда я знаю, откуда я нашел эти вопросы. Надо сейчас вспомнить все. Что такое субарахноидальное пространство? Это между костной тканью, мозговой тканью есть такая подушка безопасности. Мы дышим неправильно, мы питаемся неправильно. Это ответ? Да. Вот у нас даже национальные кавказские костюмы, они были по определенным лекалам сшиты, чтобы у нас спина была ровная. Тогда я училась хорошо, просто это было давно. У меня красный диплом. Уют портит наше здоровье. Надо возвращаться к истокам. Мне это неинтересно. Вам принципиально выиграть? Я, конечно, синдром отличницы есть. Наверное. Или точно? Давай кофейку возьмем, будем болтать, идти и кофе выпить. Зарема, какие неврологические заболевания вы чаще всего диагностируете и лечите в своей практике? Чаще всего, как работник уже поликлинического звена, ко мне попадают пациенты, которые провели лечение в инсультном отделении. То есть я занимаюсь уже их реабилитацией. Это область моих научных интересов. Какие стереотипы о неврологических заболеваниях вы чаще всего встречаете? Чаще всего и интереснее всего звучит, наверное, фраза «у меня склероз», я забываю. Вот так вообще диагноз рассеянный склероз – это достаточно серьезное, неизлечимое заболевание, которое ведет, к сожалению, к инвалидизации и последующему летальному исходу. А обычное снижение памяти к склерозу никакого отношения не имеет. А вот обычное снижение памяти, это относится к вашей деятельности? Да. Обычно какие там факторы? Так, смотрите, обычно мы дышим неправильно, мы питаемся неправильно. У нас из-за сидячей работы, вот там за компьютером, смартфоны, гаджеты и так далее, голова у нас немножко в наклоненном состоянии находится. За счет этого циркуляция, мозговой кровоток нарушается и, естественно, оксигенация, то есть насыщение крови кислородом и обогащение вот этой кислородной кровью мозга нарушается, и за счет этого клетки питаются плохо мозга. Естественно, это как атрофия мышц, когда вот мы не занимаемся физической активностью, тоже жировые прослойки появляются между мышечными волокнами. То же самое происходит в головном мозге, и, естественно, наша продуктивность, наш IQ снижается. Вот. Неожиданный ответ на самом деле. Ага. А вообще, моя любимая тема – это искусственный интеллект. В последнее время, вот, как искусственный интеллект меняет вашу работу, она, может, улучшает, упрощает? Если честно, я не сильно сталкивалась, и мне это не интересно, потому что для меня живое общение и мое логическое мышление, именно клиническое, оно больше интересно. Поэтому я не использую, но приходят пациенты, которые уже пообщались до меня с искусственным интеллектом, они уже себе выставили диагноз, и опровергнуть это бывает порядком тяжело. Ну, не знаю, на самом деле, как в области медицины, но вообще в моей работе, на самом деле, очень хорошо помогает. И вообще я люблю этот искусственный интеллект. Наверное, мне тоже надо эту тему изучать. Может, мне тоже это будет как-то облегчать задачу диагностического поиска. На самом деле, бывает иногда, когда приходится обмозговывать пациента сутками, и ты не спишь ночами, ты ищешь в литературе. Естественно, если этот поиск будет выполнять интеллект, это очень удобно. Хорошо, Зарем, если вы готовы, давайте мы перейдем к игре. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимально для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и зону в другу. Что выберете? Так, давайте 50 на 50. Еще одно. Право на ошибку. Хорошо, и первый вопрос звучит так. Чем иммобилизовывали переломы костей в чеченской народной медицине? Бандажами, смесью теста из муки на яичном желтке, гипсовой повязкой, всем перечисленным. Так, будем рассуждать логически, да? Всем перечисленным вряд ли мы это сразу отметаем. Гипсовой повязкой, я думаю, что гипс не был еще создан во времена чеченской народной медицины. Остаются бандажи и смесь. Так как вообще медицина развивалась народная с развитием народа,
Я думаю, что бандажей тоже тогда не было, что люди из подручных материалов, природных или еще чего-то, делали гипсовую повязку сами. Ну, я вообще дома даже это наблюдала в детстве. Смесь теста из муки на яичном желтке, я думаю, логично. Ответ Б. Мгм. Горские лекари имели уникальные методы лечения переломов костей. Они не только правильно сопоставляли костные отломки, чтобы избежать деформации, но и использовали необычные средства для иммобилизации. Помимо шин применялось специальное тесто из муки на яичном желтке. Абсолютно верный ответ. Затвердевая, она образовывала прочную кожу, Красота. надежно фиксирующую поврежденную конечность. Второй вопрос. Какое обязательное качество врача Авиценна не упомянул в своем труде «Канон врачебной науки»? Глаза сокола, мудрость змеи, сердце льва, чутье гепарда. Так, если мне не изменяет память, лет 20 назад я это читала, глаза сокола должны быть, мудрость змеи должна быть и сердце льва. Гепарда не было вроде в канонах Авиценны. «Канон врачебной науки» – одна из самых известных книг в истории медицины. На протяжении многих столетий она служила главным учебником по медицине во всем мире. Ее автором является Ибн Сина, известный как Авиценна. В своем труде Авиценна писал, что настоящий врач должен обладать глазами сокола, руками девушки, мудростью змеи, сердцем льва. Интересно, что гепарда в его описании идеального врача отсутствует. Третий вопрос. Что в детском, особенно раннем возрасте, смягчает силу механического удара? Отсутствие плотных сращений черепных швов, эластичность покровных тканей черепа, относительное увеличение субарахноидального пространства – все перечисленное. Эластичность, ткани мягкие, согласна, швы тоже мягкие, они сращаются гораздо позже. Все перечисленное, наверное. Правильный ответ – все перечисленное. Сразу. Четвертый вопрос. Какое средство горские лекари считали наиболее эффективным для лечения сердечного заболевания? Мед, женьшень, чеснок, фенхель. Так, что я могу знать и рассказать об этих веществах и растениях, так скажем? Вообще, вчера я читала про народную медицину Кавказа, и там мед очень часто использовался в лечении сердечных заболеваний. Женьшень, я знаю, что он придает силы и энергию. Фенхель обычно используется в детстве как от вздутия, так скажем. Чеснок, он больше антисептик. Так, конечно, может быть, женьшень, я что-то о нем не знаю, но я бы, наверное, мед ответила. Наверное или точно? Это четвертый вопрос, 6. Я 2 раза только могу использовать, да, подсказки? Да. Так, давайте мед отвечу, будь что будет. Чеченская народная медицина активно боролась с симптомами сердечно-сосудистых заболеваний, такими как одышка, отеки и боли в сердце. Главным средством считался мед. Абсолютно верный ответ, который употребляли по-разному. С маслом или репой, с соком свеклы, моркови, редьки или лука. При сердечных болях также использовали отвары и чай из лекарственных растений. Пустырник, ландыш, валериана, лекарственные цветы боярышника и калина. Пятый вопрос. Какой совет отец медицины Гиппократ давал тем, кто хотел стать настоящим хирургом? Беречь руки, изучать анатомию, следовать за войском, всегда сохранять спокойствие. Почему нет варианта все перечисленное? Я, честно, не помню, но будем опять-таки рассуждать. Беречь руки, мне кажется, это настолько логично, что вряд ли он об этом напоминал. Изучать анатомию, не зная анатомию, вообще в хирургию идти смысла нет. Будучи не быть спокойным, тоже смысла нет. В хирургии делать нечего, там железные нервы нужны. Наверное, следовать за войском, потому что это большой опыт. После битв, сражений будет много раненых. Этим, кстати, и на Кавказе тоже отличались, что у нас хирургия хорошо была развита. Гиппократ, древнегреческий целитель и философ, вошел в историю как отец медицины. Одна из его известных фраз гласит: «Хочешь быть настоящим хирургом, следуй за войском». Сколько у нас вопросов еще осталось? Шестой вопрос. При комбинированной черепно-мозговой травме для лечения артериальной гипотензии в результате кровопотери предпочтение отдается назначению кардиотонических средств, симптомиметиков, низкомолекулярных декстранов, астматических диуретиков. Откуда
нашел эти вопросы. Так, черепно-мозговая травма, гипотензия – это снижение давления за счет потери жидкости. Диуретики, они убирают жидкость, то есть D у нас сразу уходит. Кардиотоники, то есть сердце заставлять работать, гонять жидкость бедную, которой и так мало осталось. Низкомолекулярные декстраны, они увеличивают, получается, объем жидкости, циркулирующей крови. Симпатомиметики, конечно, думаем, что П и С, симпатомиметики. Так, я думаю, что тоже нет. Низкомолекулярные декстраны использования. Это ответ? Да. Так, не уверена, да. Я не знаю, почему я сомневаюсь, если честно. Низкомолекулярные декстраны являются плазмозаменяющими растворами. Абсолютно верный ответ. При кровопотере они эффективно восстанавливают объем циркулирующей крови, что является ключевым для коррекции артериальной гипотензии, вызванной потерей объема. Дополнительно они улучшают микроциркуляцию, уменьшают агрегацию клеток крови и способствуют восстановлению кровотока в мелких сосудах, а также предотвращают тромбозы. Эти свойства особенно важны при черепно-мозговой травме для поддержания адекватной перфузии мозга. Супер. Так-то я училась хорошо, просто это было давно. У меня красный диплом. Дальше. Седьмой вопрос. Что рекомендовали горские лекари при головных болях, вызванных повышенным кровяным давлением? Отвар из цветов липы, настойку женьшеня, седать листья смородины, смузи из малины. Так, по-моему, я даже читала эту работу. Надо сейчас вспомнить все, где про это все было написано. Смузи из малины, я не помню, чтобы там был отвар листьев малины, но вряд ли смузи они делали. Ну это же, знаете, вкусно. Может, это, в принципе, убирает головную боль? Нет. Смотрите, рекомендовали врачи при головных болях, вызванных повышенным артериальным давлением. Если мы дадим настойку женьшеня, это еще больше повысить, потому что он получается энерготоник. То есть нам наоборот надо снизить. Это липа или смородина. Седать листья там тоже не было. По-моему, там было про отвар из цветов липы. Женьшень. Точно смузи, ну просто слово смузи вряд ли. Смузи. Это как малиновое варенье. Это простуда, больше все такое нет. Отвар из цветов липы. Народные лекари имели большой опыт лечения головных болей. Для этого они применяли различные методы, включая кровопускание и герудотерапию. Также широко использовались травяные отвары и настои. Рекомендовалось принимать отвар из цветов липы, абсолютно верный ответ, настойку боярышника и калины, седать молодые листья подорожника, по 3 листика 3 раза в день. Эти средства были особенно эффективны при головных болях, вызванных высоким давлением, оказывая гипотензивное действие, что подтверждается и современной медициной. Вот вас не вызывает какие-то внутренние противоречия, что мы рассматриваем, так скажем, народную медицину, которая не совсем является доказанной? Нет, нет, абсолютно очень близко, родное. Я вообще люблю травушки, муравушки, поэтому вообще нет. Давай. Зарема, вы еще и нутрициолог. Какая вообще основная цель вашей работы? Чем вообще отличается она от работы диетолога? Нутрициолог, это профессия нутрициологии подразумевает, что в принципе нутрициологом можете даже вы. Вот диетологом могу стать только я как врач, это врачебная специальность. А нутрициологией может заниматься любой человек, который заинтересован в немедикаментозном оздоровлении здоровья. То есть так это масло масляное получается. Нутрициология – это наука о немедикаментозном оздоровлении, то есть диетотерапия, то есть питание, здоровый образ жизни, режим сна, бодрствование. Обычно даже работают нутрициологи с врачами, не нутрициологами, параллельно. Так разгружая себя. Я предпочла работать одна с пациентом и заниматься и не медикаментозным, и как врач медикаментозным оздоровлением. Я такое своеобразное комбо. А есть вообще, наверное, 100% есть какая-то взаимосвязь между неврологией и скажем так, ожирением или наоборот такой худобой? Безусловно, есть. Да, вот даже если большинство вопросов, получается, у вас и наклон передачи у нас к народной медицине, да.
Вот когда вы мне про это сказали, что вопросы будут такие, я начала изучать народную медицину Северного Кавказа. Я вернулась там к трудам моего учителя, Мурат Анатольевич Уметов. Он был нашим деканом. И оказывается, у него есть научный труд, где он изучал, я даже немножко аналогичный костюм одела, черкесский. Оказывается, я об этом никогда не задумывалась. У нас вообще медицина Кавказа, она была больше профилактическая. Вот у меня к моей специализации есть приставка «превентивный доктор», то есть профилактически. Вот у нас даже национальные кавказские костюмы, они были по определенным лекалам сшиты, чтобы у нас спина была ровная, то есть я не могу сейчас в полной мере расслабиться, разогнуться, сесть. Носили узкий пояс, который тоже заставлял держать живот в тонусе, и не было на Кавказе лет 100 назад, если взять людей, толстых, потому что они ели либо на полу, либо были столы, стулья с короткими ножками. То есть у нас живот был немножко поджат, пояс никогда мужчины и женщины не снимали во время приема пищи, и они не доедали. Ну, это как и суна пророка. В принципе, у нас все одно в другое перетекает. Поэтому вот эта ровная осанка, она способствовала не развитию ожирения. Вот, поэтому нужно возвращаться к истокам, я так считаю. Одежда оверсайз немножко Вот, не кавказского вот это вообще философии. абсолютно это не наше. Вот даже в этой книге, которую я изучала, она называется «Этнокультурный код адыгов». Ну, в принципе, черкесскую носят все народы Кавказа. Это и чеченцев, в войнах вообще в целом всех народов касается. И там аналогия такая между европейским поясом, он более широкий, он носится для того, чтобы лишь бы штаны не спадали. А именно кавказский пояс, он носится по самой большой окружности живота, и чтобы ты действительно не смог сделать глубокий вдох, выдох, и реально талия оставалась узкой. А европейский пояс мы можем зафиксировать на том месте, где он просто сойдется. И поэтому вот Европа к нам принесла, конечно, ожирение и все болезни 21 века из-за сидячего образа жизни. Одежда и балахонистая, и свободная, где мы можем просто накинуть что-то сверху и спрятать все свои изъяны, и можно живот не держать, можно дыхание не контролировать, можно спину не контролировать. Воротник, стойка, для чего она тоже вот сшита, чтобы я голову не могла ниже опустить, и все горцы носили шапку по паху тоже, чтобы голова вот это не опускалась, и осанка не портилась, и не было остеохондроза. Спали они на жесткой циновке, то же самое. К сожалению, у нас уют портит наше здоровье. Но вы не Так только вот лечите, и, скажем так, даже не только проповедуете, но и сами придерживаетесь, потому что, исходя из того, что вы пришли вот... Стараюсь, да, но это тяжело. В современных реалиях это очень тяжело каждый день так ходить. Зарем, вот говоря о правильном питании, вот какие там несколько ключевых принципов вы могли бы выделить, которые должен знать и придерживаться каждый человек? Опять-таки этим принципам придерживались наши предки. Урбанизация, она стерла эти принципы. Мы теперь не добываем пищу, фактически у нас дома стоит холодильник. Нам не надо спускаться в погребы и так далее. У нас время добывания пищи в разы укорачивается. Я могу после работы забежать в магазин, купить замороженные какие-то полуфабрикаты и приготовить. То есть люди переедают. Раньше наши предки не переедали. То есть первый залог вообще здоровья – это не переедать, если это именно момент приема пищи брать. И между приемами пищи, если мы вернемся лет на 100, даже хотя бы, даже может и 50, люди были в дефиците. Сейчас все в профиците. То есть и мы можем зайти, там, проходим кофейню, давай кофейку возьмем, будем болтать, идти и кофе выпить. Раньше такого не было. То есть человек поел, ушел в поле, и до вечера очень большой промежуток времени. А сейчас вот этот промежуток между двумя приемами пищи очень сильно сокращается. Поэтому желательно от 4 до 6 часов соблюдать длинные временные промежутки между приемами пищи. И третье, наверное, это минимизировать углеводы, потому что физиологически, опять-таки, когда человечество ело углеводы летом, когда были ягоды, фрукты свежие, мы запасались, и зиму мы перезимовывали тем, что летом вот мы наелись. Мы не могли сохранять малину там до следующего сезона, а помидоры кушать круглогодично там и так далее. То есть наша печень вообще не привыкла к такой углеводной нагрузке. А сейчас любой продукт, даже если взять майонез, он вроде соленый, но там в составе прочитаешь, сахар содержится скрытый. Вот такая манипуляция немножко
Немножко маркетинг, да? Мы Да, все да, являемся жертвами маркетинговая. вот Да, маркетинга. вот. И, к сожалению, вот слишком много скрытых углеводов мы потребляем. Пациенты приходят и говорят: я чай пью без сахара. Очень хорошо. Потом начинаю спрашивать, а я ем галушки 3 раза в день. И почти никто не задумывается, что галушки — это в основном белая мука. Кукурузную не все любят, хотя, естественно, кукурузная мука, она издревле была на Кавказе. Пшеница пришла вообще исторически гораздо позже. И сейчас мы не работаем в поле 24 часа в сутки. Конечно, надо свой национальный колорит сохранять, но надо все-таки здраво подходить к этому вопросу. И не 3 раза, это еда не для 3-разового приема пищи. Хорошо, будем надеяться, что наши зрители будут прислушиваться к этому. И продолжим нашу игру. У нас 8-й вопрос. Какими законами регламентировалась деятельность врачей в Древнем Вавилоне? Клинописными табличками из Непура, Малакским кодексом, нормами Навуходоносора, законами Хаммурапи? Тут я, конечно, затрудняюсь ответить. Давайте мы все-таки используем какую-то помощь. Что там, у меня 50 на 50? Да, и право на ошибку. Право на ошибку. Право на ошибку. Давайте 50 на 50, потом, может, будем еще логически размышлять. Выберите 2 неверных варианта ответов, и у вас остается Б и Д. Я, если честно, не сильна в медицине Древнего Вавилона, хотя я не исключаю, что это было у нас тоже на 2-м курсе в истории медицины, но, не знаю, мне импонирует просто закон Хаммурапи, просто он на слуху, я про Малакский кодекс вообще не помню, слышала я это или нет, поэтому да, я выбираю. Это бессознательно вам говорит, да? Д. Древний Вавилон, расположенный в Месопотамии, можно считать одним из первых мегаполисов мира. Его знаменитый кодекс Хаммурапи, один из древнейших правовых документов, регулировал не только гражданские уголовные дела, но и медицинские услуги. Абсолютно верный ответ. Закон устанавливал расценки для врачей и хирургов, а также предусматривал суровые наказания за некачественную работу. Что-то подсознательно, наверное, остается, даже когда ты думаешь, что ты ничего не помнишь. Можно было и не тратить подсказку, ну ладно. 9-й вопрос. Кто из чеченцев первым стал профессиональным врачом? Шахаб Эпендиев, Умар Цутиев, Магомед Ахтаханов, Ахмат Абдулаев. Так, я, если честно, не сильно в становлении чеченской медицины. Давайте использовать подсказку. Что там было? Право на ошибку. Право на ошибку. Давайте я выберу Магомеда Ахтаханова. Я не знаю, почему он мне импонирует. Магомед Ахтаханов и право на ошибку. Да. Абсолютно верный ответ. Магомед Ахтаханов — имя первого в истории профессионального врача-чеченца, родившийся 20 мая 1893 года. Он с раннего детства проявлял страсть к знаниям и мечтал о медицинской карьере. И, понимая важность его стремления, семья Ахтаханова обратилась в общество по распространению образования и технических знаний среди горцев Терской области. Это общество ходатайствовало перед ректором Московского императорского университета о приеме Магомеда на медицинский факультет. Их аргумент был прост и весом. Среди чеченского народа не было ни одного врача, и Ахтаханов мог принести неоценимую пользу своему народу. В сентябре 2012 года Магомед успешно сдал вступительные экзамены, а уже в мае 1917 года получил диплом, став квалифицированным врачом и пионером медицины для своего народа. Супер. И 10-й вопрос. Как вы думаете, вот про что он будет? Неврологический, наверное, какой-то, да, остался? Нет. Нет? Он вообще такой, Ага. даже прикольный, я бы назвал. И финальный вопрос звучит так. Какой диагноз не прозвучал на консилиуме в повесть сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино»? Пациент скорее жив, чем мертв. Пациент одновременно и жив, и мертв. Одно из двух. Или пациент жив, или он умер. Пациент скорее мертв, чем жив. Вспомнить сказку, которую я читала 30 лет назад. Я даже, честно, не помню вообще, что там какой-то если с точки зрения логики медицинской? Фраза, которая часто слышится: пациент скорее жив, чем мертв. Пациент одновременно и жив, и мертв. Пациент скорее мертв, чем жив. Хотя, скорее мертв, чем жив. Пациент скорее жив, чем так. Одно из двух: или пациент жив, или он умер. Я чаще слышала, наверное, А и Д. Пациент скорее мертв, чем жив, или пациент скорее жив, чем мертв.
Но мы говорим Только о том, вспомни. какой диагноз не прозвучал. Не прозвучал. Мне кажется, здесь даже логикой можно найти Да, ответ. вот я постараюсь. Так, не прозвучал. Значит, или то, и другое могло прозвучать, и значит, что точно не прозвучал. Пациент, она и жив, и мертв. Вряд ли один из двух пациент жив или он умер. Мне не нравится эта фраза, я не знаю. Или пациент одновременно и жив, и мертв. Тоже как-то логично. В, наверное. Б, наверное. Ой, Б, да-да-да, Б. Пациент одновременно и жив, и мертв. Да? Так может быть? Да. Пациент одновременно. Нет, так не может быть. Но это в А то же тогда время это не сказка же. диа... Там же тоже особо Вы логику. меня окончательно запутали. Может, Подождите. я вас специально? Так, вам нельзя доверять. Так, какой диагноз не прозвучал на консилиуме? Консилиум производился над Буратино. Это же деревяшка. Как там что было? И жив, и мертв не прозвучал. Одно из двух, или пациент жив, или он... Б или С, точно. Ну, такого не может быть, да, да. Одновременно и жив, и мертв он же не может быть. И вряд ли такой диагноз прозвучал. Ну, может быть, у него там сердце работает, а мозг отключился. Или наоборот. И мертв, да. Не знаком с деталями медицины. Ну, может быть, конечно, да, человек в коме находится, сердце еще работает, мозгов уже нет, такое бывает, да, но я жив и мертв. Даже не знаю. Так, Рамзат, вы меня окончательно запутали. Пациент одновременно и жив, и мертв. Ну, это вообще звучит даже странно. Как он может быть и жив, и мертв? Ну, может, поэтому, потому что это звучит странно, поэтому это там и не прозвучало. Вполне возможно. Одно из двух. Или пациент жив, или он умер. Ну, это вполне себе Пациент может быть. скорее жив, чем мертв. А одно из двух, или жив, или умер. Ну, это то же самое, что просто другими словами сказать. Пациент скорее мертв, чем жив. Это противоположно так вот. Пусть будет Б. Б. Ваш ответ Б. Да, пусть будет так. Так очень неуверенно, Зарем. Очень А неуверенно. стоило быть уверенным, потому что это абсолютно верный ответ. Варианта «пациент одновременно и жив, и мертв» там не было. Сова приложила ухо к груди Буратино. «Пациент скорее мертв, чем жив», – прошептала она. Жаба прошептала большим ртом. «Пациент скорее жив, чем мертв». Народный лекарь Богомол с сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино. Одно из двух, пошелестел он. Или пациент жив, или он умер. А вот варианта «пациент одновременно и жив, и мертв» не было. Надо Такого перечитать. абсурда там не было, хотя это и сказка. Все понятно. Зарем, вы абсолютный победитель, я вас поздравляю. Очень Небольшой рада, подарок спасибо. от нашего телеканала. Благодарю. Спасибо большое, что пригласили. Благодаря тому, что вы пригласили и озвучили примерные темы. Хотя все было не впопад, вся моя подготовка, но я очень много чего повторила из истории медицины. Изучила много фактов из медицины народов Северного Кавказа. Поняла, что нужно нам всем возвращаться к истокам, что советую нашим зрителям вспоминать, как жили наши деды, так скажем. И это хорошо, что есть такая передача, потому что такая мозговая встряска в такой рутине обычной жизни, она нужна периодически. Такой кортизоловый всплеск не помешает. Спасибо большое. Кортизолы. Я реально, я вся мокрая. Зарем, спасибо вам, что вы приняли приглашение, пришли. Спасибо. Горд, что вы победили. Спасибо вам. Очень приятно, что я победила. Это было неожиданно.